Всем мира, друзья! Сегодня, по просьбам наших дорогих подписчиков, которых уже 12 тысяч, мы расскажем о военной кампании Российской империи, названной прусским походом Петра I. Алга. О прусском походе 1711 года говорить у нас не очень любят, но и забыть о нем, конечно же, не получается. Уж больно тяжелыми были его последствия, и слишком большую цену пришлось за него заплатить. В 1709 году Россия одержала у Полтавы триумфальную победу над сильнейшей армией Европы, Швеции, и без боя пленила ее остатки у Переволочной. В 1710 году российские войска снова шли от победы к победе, захватив 7 важных прибалтийских крепостей, в том числе Выборг, Ригу и Ревель. Русская армия увеличивалась численно и набиралась боевого опыта. И вдруг такая неудача во войне с турками, могущество которых уже клонилось к закату. Что же там случилось? Давайте попробуем разобраться. После бесславного бегства от поля Полтавской битвы раненый в пятку шведский король Карл XII обосновался на территории Османской империи в Бендерах. Он был очень хорошо принят турецкими властями, которые назначили ему и лицам его сопровождавшим щедрое содержание. Османы надеялись, что по выздоровлении высокий гость немедленно отправится в Швецию для продолжения войны с Россией. Однако Карл на родину не торопился и снова сражаться с русскими почему-то особого желания не испытывал. А вместо этого он отчаянно интриговал, желая втянуть в войну с опасными московитами гостеприимных хозяев. Султан и его чиновники уже не рады были такому гостю, но все их попытки с почетом выпроводить его с территории своей страны были напрасными. Закончилось все настоящим сражением Карла XII с охранявшими его янычарами. Однако в столице Османской империи у Карла нашлись союзники, в их числе оказался недавно пришедший к власти великий визирь Балтаджи Мехмед Паша, а также мать султана Ахмета III и французский посол Дезальер. В Крыму в это время мечтал об очередном походе хан Давлет-Гирей II. Некоторое время их интригам успешно противостоял русский посол Толстой, добиваясь соблюдения положений Константинопольского мирного договора 1700 года. Ему пришлось тогда потратить немало захваченного под Полтавой шведского золота. Сторонникам войны все же удалось уговорить султана Ахмета III в целесообразности начала боевых действий. Среди весомых аргументов была, кстати, и необходимость удаления из столицы волнующихся янычар. В Османской империи прекрасно знали, чем обычно заканчиваются янычарские бунты, а момент для начала боевых действий был вполне благоприятный. Основные силы русской армии были задействованы далеко на севере. 9 ноября 1710 года Османская империя объявила войну России, после чего Толстой и все его сотрудники были заключены в Семибашенный замок. Царского посла усадили на старого мерина и повезли по всему городу на потеху оскорблявшей его беснующейся толпе. Военные действия начались в январе 1711 года набегами крымских татар на подвластные России украинские земли. Для войны на южном направлении в Прибалтике была сформирована 80-тысячная армия, во главе которой Петр I поставил Шереметьева. 10 января 1711 года эта армия выступила из Риги. Помимо фельдмаршала Шереметьева в ней находились 7 генералов, в том числе отличившиеся у Полтавы Брюс и Репнин. Вслед за основными силами двинулась и гвардия во главе с самим императором. Здесь придется с сожалением констатировать, что у русского императора тогда отмечалось явное головокружение от успехов. Вместо того, чтобы избрать на новом фронте оборонительную тактику, предоставив туркам возможность идти вперед, теряя и людей, и лошадей, страдая от инфекционных болезней, голода, жажды, то есть фактически повторив недавнюю боевую кампанию против шведов, увенчавшуюся грандиозным успехом под Полтавой и Переволочной. Император вдруг пошел по пути Карла XII, решив разбить врага одним молодецким ударом на его территории.
Господарь Валашский Константин Бранкован и господарь Молдавский Дмитрий Кантемир обещали не только обеспечить русскую армию продовольствием и фуражом, но и поднять антитурецкое восстание в своих землях. А там, по мысли Петра и болгары, а также сербы с черногорцами, должны были подтянуться. Шереметьеву Петр I писал: «Господари пишут, что как скоро ваши войска вступят в их землю, то они тотчас же с ними соединятся и весь свой многочисленный народ побудят к восстанию против турок, на что, глядя, и сербы, также болгары и другие христианские народы встанут против турок, и одни присоединятся к нашим войскам, другие поднимут восстание против турецких областей. В таких обстоятельствах визирь не посмеет перейти через Дунай, большая часть его войска разбежится, а может быть и бунт поднимут». Надежды на союзных господарей у Петра были так велики, что не были заблаговременно подготовлены склады на границе с Османской империей, а продовольствие и фуража по российским источникам было взято лишь на 20 дней. Впрочем, французский офицер Моро де Бразе, принявший участие в Прудском походе в должности командира Драгунской бригады, в своей книге, изданной в 1735 году, утверждал, что припасов было и того меньше, лишь на 7-8 дней. А вдобавок ко всему, русскую армию в этом походе сопровождало огромное количество людей к военной службе, не имеющих никакого отношения. По свидетельству того же де Браза, в обозе русской армии было более 2500 карет, колясок, телег малых и больших, в которых ехали жены и члены семей генералов и старших офицеров. И часть транспортных повозок русской армии оказалась занята не грубыми солдатскими припасами вроде сухарей и крупы, которых и так было взято недостаточно, а более изысканными продуктами и вином для благородного сословия. Оказывается, ветеранов Лесной и Полтавы к тому времени в русских полках оставалось не так уж и много. Часть из них погибла в ходе кампании 1710 года, особенно во время тяжелой осады Риги, еще больше от различных эпидемий. Было много больных и раненых, так что в армии, которая должна была отправиться в тяжелый поход, каждый третий солдат оказался рекрутом первого года службы. Другим важным фактором будущей неудачи стало небольшое количество русской конницы. С учетом татарских всадников, превосходство вражеской кавалерии было просто удручающим. По этому показателю турецко-татарские войска превосходили русские примерно в 10 раз. От Киева русская армия двинулась к Днестру, намереваясь далее идти на Дунай в Валахию. 12 июня 1711 года русская армия вышла к Днестру. На военном совете 14 июня Людвиг Николай фон Алер, шотландец на русской службе, заявил об опасности повторения украинского похода шведского короля Карла XII и предложил занять позиции на Днестре, ожидая турок на переправе. Но Петр I, по-прежнему надеявшийся на союзных господарей, отклонил это разумное предложение. 19 тысяч человек, умерших от различных болезней, голода и жажды. До Прута не дошли и около 14 тысяч солдат, оставленных для охраны коммуникаций. Надежды на продовольствие и фураж, которые должны были доставить местные господари, не оправдались. Бранкован полностью отказался от планов борьбы против османов, что не спасло его от казни, последовавшей после того, как османам стало известно о переговорах этого господаря с Петром I. Кантемир из-за жестокой засухи и нашествия саранчи обещанных поставок провианта не обеспечил, а с собой привел около 6 тысяч оборванцев, некоторые из которых вооружены были копьями и луками. В этой ситуации армию надо было уже просто спасать. Уводить назад, и чем быстрее, тем лучше, или хотя бы оставаться на месте, приводя войска в порядок и ожидая противника на заранее подготовленной позиции, как и предлагал ранее генерал Аллард. Вместо этого Петр I приказал продолжать движение в сторону Валахии по правому северному берегу реки Прут, при этом еще и разделив свои силы. Генерал Рене, в отряде которого оказалась половина русской кавалерии, направился к Дунайской крепости Браилов, которую ему удалось взять лишь для того, чтобы вскоре сдать ее по условиям унизительного мирного договора. По левому берегу в это время навстречу русским уже шли превосходящие силы турецкой армии. Двигавшаяся по правому берегу Прута русская армия была настигнута противником на марше и оказалась заперта в узкой долине этой реки.
Соотношение сил на тот момент было следующим: 38 тысяч человек у русских против 100-120 тысяч турок и 20-30 тысяч татар. У противника имелось также и преимущество в артиллерии. От 250 до 407 по разным данным орудий в Османской империи и 122 пушки в русской. Весьма печальным было соотношение конных частей: на 6,6 тысяч русских кавалеристов приходилось 60 тысяч турецких и татарских. 18 июля переправившаяся на правый берег прута турецкая конница атаковала авангард российской армии. Около 6 тысяч русских солдат, в распоряжении которых оказались 32 пушки, построившись в каре, в полном окружении двинулись к основной армии, с которой ему удалось соединиться утром 19 июля. В тот же день турецкая кавалерия закончила окружение русских войск, но боя не принимала, не приближаясь к русским позициям ближе, чем на 200-300 шагов. И только тогда Петр I и его генералы задумались об отходе и выборе подходящей позиции. В 11 часов вечера российские войска 6 параллельными колоннами двинулись вверх по течению пруда, прикрываясь от вражеской кавалерии рогатками, которые солдаты несли на руках. Утром 20 июля между левой гвардейской колонной и соседней дивизией образовался разрыв, и турки атаковали обоз, находившийся между ними. Отбивая это нападение, русская армия остановилась на несколько часов. В результате на помощь своим кавалеристам успели подойти янычары с артиллерией, и около 5 часов дня русская армия была прижата к реке Прут, на противоположный берег которой вышли татары. 20 июля янычары предприняли 3 попытки атаки русского лагеря, первая из которых оказалась особенно яростной, но были отбиты. Потеряв 7 тысяч человек, янычары отказались продолжать наступление. Французский агент Ля Мотрей, который в это время находился в турецкой армии, свидетельствует: это так янычар устрашило, что храбрость их покинула. О том же докладывал султану начальник корпуса янычар. Ежели бы Москва наступала, то бы они, янычары, никогда место удержать не могли. Уж турки задние почали было утекать, и ежели бы москвичи из лагеря выступили, то бы и пушки, и амуницию турки покинули. Однако Петр I, опасаясь захвата обоза турецкой кавалерии, не решался отдать такой приказ. Потом он отменил ночную атаку, одобренную военным советом, которая весьма вероятно вызвала бы панику в османской армии и могла бы привести к ее отступлению и даже бегству. Новое наступление на русские позиции, предпринятое турками утром следующего дня, оказалось также безуспешным. Ситуация складывалась так, что русские войска находились в отчаянном положении, главным образом из-за недостатка продовольствия и фуража. Но турки, не зная об этом, были устрашены яростным сопротивлением противника и эффективностью его действий, особенно артиллерийских частей, и уже начинали сомневаться в благополучном исходе предстоящей большой битвы. Предложения о необходимости заключения мира высказывались в лагерях обоих сторон. Среди оказавшихся в тяжелейшей ситуации русских солдат и офицеров паники не было, генералы также сохраняли хладнокровие. Совершая свой марш по берегу реки Прут и отбивая турецкие атаки, русская армия действовала как четко отлаженный механизм, нанося противнику огромные потери. Но по утверждениям некоторых авторов, в русском лагере странно вел себя сам царь Петр I. По свидетельству Эреба, 21 июля он лишь бегал взад и вперед по лагерю, бил себя в грудь и не мог вымолвить ни слова. О том же самом пишет и Юст-Юль. Как рассказывали мне, царь, будучи окружен турецкой армией, пришел в такое отчаяние, что как полоумный бегал взад и вперед по лагерю, бил себя в грудь и не мог выговорить ни слова. Большинство думало, что с ним удар. В общем, картина просто апокалиптическая. Царь якобы бегает по лагерю как полоумный и не может даже слова сказать, зато офицерские жены воют в голос. И на все это мрачно взирают голодные солдаты, уже отбившие несколько неприятельских приступов и, несмотря ни на что, готовые сражаться до конца. Учитывая состояние, в котором находился самодержец Петр I, до сих пор не ясно, кто именно в русском лагере принял решение о назначении военного совета, на котором было принято решение о начале мирных переговоров.
Фельдмаршал ли Шереметьев, группа генералов или же пришедший в себя Петр I, а возможно, что даже его супруга Екатерина. Известно, что получив от русских 2 первых письма с предложением о мирных переговорах, великий визирь и его окружение сочли это военной хитростью и потому даже не стали на них отвечать. Прибывший в шатер турецкого главнокомандующего русский посол Шафиров, однако же, был принят чрезвычайно любезно. Визирь первым обратился к нему и предложил сесть на табурет, что по турецким обычаям служило знаком большого уважения. По итогам был принят договор, по которому Россия отдавала Азов, Таганрог, Каменный Затон и все другие крепости, а также занятый генералом Ренне Браилов. Был уничтожен Азовский флот. Петр отказывался от вмешательства в польские дела и в дела запорожских казаков. Весьма унизительным было обстоятельство возобновления выплаты дани крымскому хану. Английский посол Суттон сообщает: царь обязался в отдельной статье, которая по его просьбе не была включена в текст договора, чтобы скрыть бесчестие, платить обычную прежнюю дань хану в размере 40 тысяч дукатов ежегодно, от которой он был освобожден по последнему миру. Россия также теперь не имела права держать посла в Стамбуле и сноситься с турецким правительством должна была через крымского хана. Шафиров и Шереметьев остались в турецком лагере заложниками. В остальном Балтаджи Мехмед Паша проявил определенное благородство. В турецкой реляции о походе сообщается, что он распорядился выдать для русской армии продовольствие на 11 дней пути. Русские войска уходили с оружием под барабанный бой и с развернутыми знаменами. Всего за время Прудского похода армия в боях потеряла лишь 2872 человека и 24 413 погибли, не увидев ни одного неприятельского солдата от болезней, голода и жажды. Российская армия испытывала большие лишения на своем пути, направилась на восток, Петр I и Екатерина на запад поправить здоровье на водах Карлсбада. Иностранных офицеров, которые честно выполняли свой долг и едва не погибли со своими русскими подчиненными, именем его царского величества поблагодарили за услуги, ими оказанные особенно в сей последний поход, и отпустили по домам, не выплатив жалования. Тот же Мора сообщает: фельдмаршал Шереметьев не слишком много истратил денег, отпуская всех сих офицеров, ибо никому ничего не заплатил, и до сих пор за ним пропадает жалование моего за 13 месяцев. Как видим, формула «денег нет, но вы держитесь» была актуальна и в XVIII веке. Так закончилась история прусского похода Петра I, которая со временем обросла массой вымышленных деталей. Но это было лишь начало XVIII века, и кто бы мог подумать тогда, что через несколько десятков лет Крымское ханство станет частью Российской империи, но это уже совсем другая история. Друзья, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и, конечно же, пишите в комментариях свои отзывы об этом выпуске. Напишите в комментариях, на какие темы вы хотели бы увидеть татар сквозь время в будущем. А с вами был Ренат Хабибуллин. Ассаламу алейкум, сау балгас и до новых встреч. Пока.